Длительность театральной версии «Титаника», которую мы все смотрели, более 3 часов. Однако общее количество отснятого материала было намного больше. Но все же часть отснятых сцен Кэмерон не дрогнув отбросил при финальном монтаже. И вот сегодня я вам покажу подборку вырезанных сцен из фильма «Титаник», которые вы до этого никогда не видели. А так как выпуск получился немного длинноват, то для вашего удобства в описании к видео присутствуют тайминги отдельных удаленных сцен. Кстати, если вам по душе подобная тема выпуска, то пишите свои комментарии с хэштегом «Хочу еще». Куда бы? Здесь все пахнет новым. Словно было построено специально для нас. Подумать только. Сегодня ночью, когда я лягу в эту кровать, я буду первой. Труди. И все-таки я буду первым, когда лягу в кровать. Простите, мисс. Первым и единственным. Навсегда. Этот камень казался невидимым. До сих пор помню это ощущение. Цепочка впивалась мне в шею, словно собачья шея. Его недостаточно видеть, его нужно чувствовать. Что ж, именно поэтому я здесь, Роза. Минутку, я кое-чего не понял. Вы хотели покончить с жизнью, прыгнуть за борт Титаника. Просто невероятно. Льюис, Вы должны были просто подождать 2 дня. скажите нам еще о бриллианте. Что с ним сделал Кофе? К сожалению, я немного устала, мистер Локот. Не хотите еще кофе? Она устала. Подождите, перед тем, как лечь спать, не могли бы вы рассказать нам, у кого еще был доступ к сейфу? Скажем, вам, Джой, Камердина, кого угодно. Мне нужно время. Дайте мне еще немного времени. Времени больше нет. Рок, мы уже потратили на 6 дней больше. Каждый день обходится в 30 тысяч долларов. Еще немного, и я не смогу оплачивать. Партнеры в ярости. Рок, ты слышишь меня? Я передаю тебе их слова. Рука уже на стоп-кране. Операция будет остановлена. Скажи им, что мне нужно еще 2 дня. Бобби. Бобби. Он где-то здесь. Я чувствую это. Не надо чувствовать. Я чувствую камень. Ту ночь он был на ней. Еще чуть-чуть и я разговорю ее. Понимаешь? Хорошо. Скажем им, что возникла проблема со спутником. У тебя 2 дня, Рок. У тебя 2 дня. Уговори их. Привет, Лиззи. Я как раз искал тебя. Я могу поговорить с тобой? Хочешь сказать, разговорить меня? Ладно, послушай. У меня почти не осталось времени. Мне нужна твоя помощь. Не думаю, что я могу тебе занимать просто одного бакса. Я хотела сказать тебе, чтобы ты оставил ее в покое. Послушай. Ты должна понять кое-что. Оглянись вокруг. Мои парни погружаются в круглый сон. Голова идет в круг. Все наши с партнером деньги уплывают из глаза. Похоже, что 3 года моей жизни ушли впустую. Я отдам все, чтобы найти сердце океана. Видишь это? Что именно? Так будет выглядеть моя рука, сжимающая бриллиант. Я не уеду без него. Не могу уехать без него. Я обязан найти ключ к воспоминаниям твоей бабушки. Послушай, она сама решила, пришло время или нет. Не забывай, она сама позвонила сюда. Она случайно приедет сюда, но лишь Богу известно зачем. Возможно, она хочет помириться с прошлым. Ты убежден, что она была там? Да. Я уверен. Она была здесь. Помни,
ногами, он чувствовал солнечным светом. Ни по-английски, ни по-итальянски. Английский. Понимаешь английский? Только норвежский. Только норвеж. Ольга, хватит все рассказывать о себе. Фабрицио. А ты? Хельга. Ты прекрасно рисуешь. Просто отлично. Спасибо. Кора, нам пора идти. Попрощайся с дядей Джейком. Пока, дядя Джек. До свидания, Кора. Здравствуйте, мистер Доссон. Здравствуйте еще раз. Я могу с вами поговорить? Разумеется. Наедине. Да, конечно. Только после вас. Мне не очень-то по душе этот дадаизм и кубизм. Просто сердце к ним не лежит. А мне кое-что нравится. Неужели? Да. Париж для меня — это когда живешь на улице и пытаешься перенести это на бумагу, понимаешь? Я всегда мечтала избежать и стать взрослым. Жить в мансарде, где быть свободным. Ты бы не выдержала и 2 дней. Там нет горячей воды, и не полакомишься икрой. Терпеть не могу икру. И ненавижу, когда мне говорят, о чем не можно мечтать и о чем нельзя. Извини, ты права. Ладно, неважно. Все думают, что я изнеженная и глупая, но это не так. Я сильна и вынослива, как лошадь. Я хочу заниматься делом, а не просто быть украшением. Видишь эти руки? Им нужна работа. Чего ты желаете, мисс? Может быть, чай или бульон? Нет. Во мне есть что-то, Джек. Я чувствую в себе это тело. Не уверена, должна ли я стать художником или скульптором, а может быть, танцовщицей, как Айсидора Дункан, полной дикого языческого духа, или актрисой кинематографа. этой машине и выше всех, выше всех. Будто бы птица взлетает вверх и вновь выше всех. Где? Там, высоко над нами. Эй, глянь, луна в огне пылает. Бескрайние, необъятные. Они такие маленькие. А на самом деле они меньше пылинки.
нашел ошибку. Ты не одна из них. Ты оказалась не на своем месте. Да уж, действительно. Смотри, звезда падает. Мой папа говорил, что звезды — это души, летящие вниз. Интересно, мы не должны загадать желание? Зачем? Что ты загадаешь? Почему у меня быть не может? Спокойно, Вот здесь установлен велосипед, очень эффективен для поддержания формы. А вот это электрический конь, тоже очень популярный аппарат. У нас есть даже электрический верблюд. Я сразу вспомнил Дарвина. А вот новая машина для гребли. Желаете попробовать? Не говорите глупости. Умение грести — это последнее, что мне понадобится. А теперь давайте пройдем на мост. Сюда, пожалуйста. Бесспорно, она воинственна на свет, но она из другого мира, Джек. Забудь о ней. Она живет на облаках. Просто забудь о ней. Она ведет себя нелогично, вы всегда нелогично. Эй, вернитесь на свою палубу. Уже уходим. Я бы сказал, чертовски быстро. Ставлю $50 на то, что мы будем Нью-Йорке во вторник ночью. А я 100 на то, что в среду утром. Продолжайте. Не обращайте внимания. Хочет, чтобы за ним прислали его личный поезд. Не же так. Мы будем заниматься этой ерундой всю ночь. Ты будешь заниматься этим всю ночь. Неужели? Простите. Вы шутите? Черт побери. Боже. Это придурок с калифорнийца. Скажи ему, чтобы отстал. Я этим и ограничусь. Отвали. Заткнись. Я работаю. Мы с Крис. Наглый ублюдок. Хочу предупредить его об льдах. А в ответ слышу: заткнись. Что он передает сейчас? Покер. Бизнес. Хорошо. Эл. Ладно, с меня хватит. Я отключаюсь. Спокойной ночи. До завтра. Вроде бы все в порядке. Ничего не вижу. Это могло пробить корабль. Не похоже, чтобы удар был сильным. Думаю, все в порядке. Все, мое терпение лопнуло. Ты отправляешься завтра. Отправляешься завтра. Может, стоит использовать новый сигнал бедствия? НСОС? Возможно, другого случая не подвернется.
Освободить шлюпки из креплений. Ради бога, торопитесь. Времени мало. Спускайте шлюпки. В сторону, идиот. Хотите, чтобы я утопил офицера? Вы знаете, кто я такой. Вы пассажир, а я корабельный офицер. Черт побери. Делайте, что вам говорят. Да, конечно, простите. Гребите одновременно. Нужно отплыть подальше от корабля. Продолжайте грести. Эй, на правом борту. Нужно грести синхронно. Простите, сэр. Гребите. С подбитым крылом. Ты никогда не греб раньше. Нет, мадам. Теперь мне с вами. Покажу тебе, как это делается. Начали. Взвод. Возьми свою сестру за руку. Будьте своей сестрой. Сэр, откройте, пожалуйста. Нас уже затопляет. Есть ли здесь кто-нибудь? Есть ли здесь кто-нибудь? Возьми, не кройся. Пожалуйста, помогите нам. Спасибо. Нас затопляет. Выпейте. Выпустите нас. Возьмите. Выпивай. Будьте здоровы. Хельга, где Фабрицио? Джек! Томми! Что не выбраться? У нас здесь шансов нет! Мы идем ко дну, нужно смываться! Джек! Фабрицио! Шлюпок уже не осталось! Тут всюду полно воды, мы не знаем, что делать! Здесь никак не выйти! Тогда пойдем сюда! Скорее! Подожди, Джек, одну минуту. Все пойдут со мной. Уходим. Там шлюп. Все пойдут со мной. Уходим. Идем? На лодку. Понимаете? Все пойдут со мной. На лодку. Понимаете? Все пойдут со мной. На лодку. Пойдем. Хельга, пожалуйста. Пошли со мной. Мне везет. Не суждено попасть в Америку. Пожалуйста. Отец? Нет. Пошли, пойдем. Фабрицио. Пойдем. Пойдем. Я никогда тебя не забуду. Навалились. Навалились. Поднажмите. Гребите изо всех сил. Навалились. На себя. Навалились. Еще раз. Навалились. 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 Эта шлюпка наполовину пуста. Эй, вы! Вернитесь к кораблю. Шлюпка номер 6. Вернитесь. Остановитесь. Мы должны вернуться. Нет. Если мы остановимся, корабль утянет нас за собой. Здесь много свободных мест. Предлагаю вернуться. Нет. Мы должны думать о себе, а не о них. Я командую на этой шлюпке, мадам. Поэтому гребите. Говорит капитан, вернитесь к кораблю. Вернитесь к кораблю. Нет, сэр, я не одену жилет. Он будет мешать мне. Замедлит мои движения. Вы правы, мистер Макколи. На береге чуть более 1100 километров, поэтому ничто не должно замедлять ваши движения. Мученицы. Пожалуйста, тебе нужно идти. Я люблю тебя. Спасибо. Все на борт. Мисс,
Если вы спасетесь, не могли бы вы передать это моей жене? Она живет в Демойн, Айова. Ей только что исполнилось 50. Вы не поверите. Но она выглядит как 35. Все удивляются. Спрашивают, моя дочь? Я отвечаю. Нет, просто мне повезло. Я отдам его тебе. Я отдам его тебе. Я хочу заполучить его. Ублюдок. Джек. Я знаю, что вы здесь. Нет смысла продолжать прятаться. Это лишь вопрос времени. Я искал вас везде. Привет от Досла. Чемпион. Пошли. Пошли. Нет. Давай вниз.
Есть место только для этой пушки. Вы уходите. Я должен попытаться, иначе я умру. Вы умрете еще быстрее, если попытаетесь. Понимаю. Что ж, удачи вам. Господи помилуй. Продолжай двигаться, Роза. Bizde eğitim kanallarda koldan sürüyormuşlar. Aydan Kız patronlarımızın çılgın pınarlar gibi